Пожалуйста, пройдите к трибуне. Вы Джураева Мерим Шайлобековна, да? Ага, пройдите к трибуне. Мамбеталиева Айсулу. Мамбеталиева Айсулу Да. Замировна, да? То есть еще раз, Нам да. просто коротко ответьте на этот вопрос, да? Как вообще, скажем, в процессе разработки данного, да, очень важного на самом деле, да, который меняет вообще существо взаимодействия между коммерческими банками, национальным банком и государственными налоговыми органами. Вот как шла вообще, скажем, процедура согласования, не просто процедура согласования, рабочий процесс как происходил, да? Какие мнения высказывались, кто высказывал какую позицию по этому вопросу? На самом деле всей информацией я не владею, поскольку не участвовала от начала до конца, но наше подразделение именно высказывало, значит, противоречие насчет передачи данных по платежам именно физических лиц, поскольку в порядке содержатся нормы, противоречащие друг другу. Именно какие? И эти противоречия не были, значит, приняты. Значит, в пункте 15 говорится о том, что для получения информации об операциях, проводимых на счетах проверяемых физлиц, за исключением индивидуальных предпринимателей, а также информация о текущем состоянии их счетов, орган налоговой службы направляет письменный запрос в банк с указанием фамилии, имя, отчества, персонально-идентификационного номера физлица и запрашиваем информации с приложением копии вступившего в законную силу судебного акта. При этом пунктом 25 определено, что, пунктом 24 и 25 значит, передается вся информация о совершенных платежах, независимо кого, получается, и юрлиц, и индивидуальных предпринимателей, и физических лиц. Мы вот эту часть просили, чтобы информация передавалась чисто по торгово-сервисным предприятиям, это индивидуальные предприниматели и юридические лица. Вот по физическим Каким образом лицам, это возможно вообще разделить? Это возможно вообще? Да, Скажем, точки с технической точки зрения и возможностей коммерческих банков. Банки и платежные организации должны передавать информацию по торговым точкам чисто вот именно ИП и юрлиц. То есть регистрировать и передавать информацию. Отключить физические лица, то есть не регистрировать. Таким образом можно передавать информацию. В целом, вот такая позиция высказывалась в процессе, в рабочих группах, да, в рабочих мы группах высказывалась. писали, Но да, тем не менее, в конце концов, оно Национальный было банк принято. согласился Но с предложением Просто наше налоговых предложение органов. не приняли. Мы предложение направляли в письменном виде, они не были приняты. Ну, теперь понятно более-менее ситуация. Да. Тогда представитель налоговой инспекции как раз говорил, в связи с чем вообще сейчас нужна такая система, да, информационная система, в связи с тем, что вот такие электронные кошельки, М-банк и так далее, да, и что сейчас цифровые технологии очень тяжело это как бы отрегулировать этот вопрос. И есть некая информационная система, которая будет разработана, я правильно понимаю? Некая информационная система, которая будет брать данные у банка и выявлять рискованного субъекта. Я правильно понимаю, да? Значит, а там будут и физические, в том числе лица, граждане. То есть мы же должны, как тогда будет у государства как бы выявлять недобросовестных налогоплательщиков, в том числе и физических лиц? Потому что с учетом цифровых технологий сейчас очень тяжело выявлять их. Да? Как таким, когда, скажем так, будем бороться вернее, будем выполнять конституционную обязанность платить налоги? То есть как Я мы... все понимаю, Понятно, это да? требует либо доработки вот этого порядка, устранения противоречий друг другу двух пунктов, да, либо доработки или разработки иных нормативных актов, согласно которым нужно будет выработать меры, выработать какие-то пути для выявления недобросовестных налогоплательщиков. Ясно, хорошо. Нет больше вопросов. Присаживайтесь.